Неделю на телеканале БСТ загорается красная кнопка «Мы не боимся прямых вопросов и резких ответов». А ведь только в споре рождается истина. С вами Евгений Романов. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать очень животрепещущую тему. Это насколько эффективно работает система бесплатной медицины в нашем регионе, ну и, может быть, в стране в целом. Председатель Московского общества терапевтов Павел Воробьев в своем интервью высказался достаточно категорично по данной теме. Цитата. «Медицина не может быть платной. Платность в медицине ведет к ее деградации. Коррупция, мздоимство, воровство. Вот что характеризует платную медицину с ее атрибутами. И здесь же, а так называемая страховая медицина – уродский вариант, который есть у нас, по счастью, не до конца разрушивший инфраструктуру и технологии». Вот такой вот, прямо скажем, достаточно резонансный отрывок из его интервью председателя Московского общества терапевтов Павла Воробьева. Но, к сожалению, Павел Воробьев не сказал, что же делать нам. Попробуем мы разобраться в этой ситуации сегодня в программе «Красная кнопка». У нас, как всегда, эксперты и зрители. Представляю вашему вниманию справа от меня Надежда Крылова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, заместитель председателя Союза женщин Республики и член Ассоциации юристов России. Надежда Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер. Слева от меня Диана Фарахова, директор уфимского филиала страховой компании «Сагаз Мед» в Республике Башкортостан, член Общественной палаты Республики Башкортостан, представитель Всероссийского союза страховщиков по медстраховке в Республике Башкортостан. Все верно, Диана? Все верно, добрый вечер. Тагировна, да, здравствуйте. Ну что ж, сегодня мы будем обсуждать тему, в которой, наверное, все специалисты, потому что все мы так или иначе обращаемся в поликлиники, бывает, не дай бог, и попадаем в больницы, поэтому сталкивались с работой этой системы. Но нам интересно ваше мнение как специалистов. Озвучу позиции. Надежда Николаевна считает, что проблемы с качеством и доступностью оказания медпомощи существуют, но можно их решить только сообща. Диана Тагировна считает, что надо повышать уровень информирования граждан, потому что не все знают, что те услуги, которые нам платно навязывают, можно получить совершенно бесплатно по системе страхования. Если вы будете далеко уходить от темы, я нажимаю красную кнопку. Происходит непоправимое, как обычно. Для вас, уважаемые телезрители, мы сегодня также подготовили вопрос, который коротко звучит так. Как часто вам приходится оплачивать бесплатные услуги? Если все ясно, давайте начнем. Смотрите прямо сейчас. Сам пациент на самом деле всех своих прав не знает. Он болеет, ему не оказывают должные услуги, да? Ну как он же пойдет разбираться, спорить, когда он еле на ногах стоит? Система обязательного медицинского страхования, у нее есть совершенно четкие работающие механизмы. На сегодняшний день медицина – это такой же бизнес. Да, у нас достаточно много в республике ФАПов, но, к сожалению, многие позакрывались. Итак, первый вопрос. По-вашему, как вот специалистов, насколько эффективно у нас работает бесплатная медицинная система страхования в медицине? Кто начнет? Можно я? Да, пожалуйста, Диана. Ну, начнем с того, что у нас бесплатная медицина – это относительное понятие. Все-таки она не бесплатная, она оплачивается государством и оплачивается в очень большом размере, оплачивается работодателями из тех, кто работает, это 5,1% фонда уходит. За неработающие, конечно, конечно, да. То есть все-таки это не бесплатная медицина, говорим о том, что она оплачивается, да. Если это работающее население, повторюсь, 5,1%, за неработающее население у нас оплачивает государство, вносит свою лепту. Таким образом формируется общий пул финансирования. И он очень высокий. Каждый год эта цифра увеличивается на несколько миллиардов рублей. Вот. В республике у нас тоже достаточно большая сумма финансирования выделяется на систему здравоохранения. Вот. Сказать, что она не работает, как вы заявили в самом начале, я не могу. Это работающая система, в которой, конечно же, как в любой системе, есть определенные сложности. И их нужно решать. И решать их нужно сообща. Это сказал не я, это сказал специалист, председатель Московской ассоциации терапевтов, человек, который не просто в этой среде, а разбирается. Ну ладно, продолжим. Надежда Николаевна. Но надо сказать, что на эту тему уже глава государства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который является и лидером Общероссийского народного фронта, он уже сказал в своем послании в прошлом году. Я позволю часть, значит, процитировать. О том, что человек, да, есть какие-то цифры, показатели в отношении здравоохранения и, значит, страхования. Так вот, человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема у узкого специалиста,
мало интересует, говорил он, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни, это понятно, о своем здоровье, о том, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Поэтому это вот главная оценка самого руководителя государства. И вот исходя из этой оценки, он говорил также о том, что есть определенные достижения, мы все это тоже прекрасно понимаем, и, соответственно, и высказаны были предложения в том послании сегодня, вот буквально недавно, вы же знаете о том, что 20 тысяч сейчас будет беременна. Поэтому, в общем-то, процесс исправления ситуации Спасибо. идет. 2 минуты у вас. Я уже начала говорить о том, что есть сложности определенные в развитии. Именно для этого существует у нас оценка качества оказанной медицинской помощи. У нас все медицинские организации разделены на уровне оказания ее в зависимости от степени качества, да, скажем так, от уровня сложности той медицинской помощи, которая необходима. У нас работают в каждой страховой компании, их очень много, работают страховые представители, так называемые поверенные, именно в защиту прав тех самых пациентов, которые не знают, куда им обращаться и как получить ту самую, как вы говорите, бесплатную медицинскую помощь, которая им гарантирована государством. Так вот, почему-то у нас обращаются с жалобой в конце пути, когда они уже столкнулись со сложностями, а не в начале, когда есть помощники, которые готовы решать вместе с ними их сложности. И, конечно, этим нужно... наверное, или просто человек себя плохо чувствует, он не может... Я думаю, люди просто об этом не знают. Нет, смотрите, приходит человек, он болеет, ему не оказывают должные услуги, да? Ну как он же пойдет разбираться, спорить, когда он еле на ногах стоит? И в продолжение, значит, нужно сказать о том, что исходя из того, что самое главное, что органы власти сегодня у нас понимают, что ситуация требует разрешения. И как раз, значит, вырабатываются специальные предложения, в частности, самый главный документ, который позволит исправить вот эту сложившуюся ситуацию, которая не интересует сельского жителя или просто обыкновенно, и наш с вами, ну сколько там, значит, процентов выросло или не выросло показатели. Так вот, значит, для этого у нас есть и национальные проекты, среди которых есть главный, я считаю, проект – это здравоохранение и демография. Кроме того, понимая значимость вот этой проблемы у нас в стране, в прошлом году, кроме майского указа 2018 года Путина о том, что какие национальные цели и стратегические задачи, появился и новый указ в прошлом году, летом, который называется как раз о национальных целях развития Российской Федерации уже не до 2024 года, а 2030. И самое главное, на первом месте стоит как раз первая национальная цель. Это то, что касается сохранения здоровья. Хорошо. Диана, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос задам. А если у нас в столице, к примеру, ну, в Уфе, более-менее все разрешимо, можно позвонить, узнать, а как вот в районах обстоят дела? Точно так же в каждом населенном пункте у нас, ну, я имею в виду в крупном, да, то есть если в районном центре, если мы говорим, да, у нас есть всегда представители той или иной страховой компании, есть представители территориального фонда, то есть, пожалуйста, мы абсолютно открыты, доступны, в каждой компании работают телефоны, горячие линии круглосуточные, туда можно позвонить из любого уголка, то есть звонок этот бесплатный для жителей. Самая сложная, самая большая проблема, которая сегодня существует, почему система обязательного медицинского страхования, как пациентам кажется, периодически дает сбои, потому что сам пациент на самом деле всех своих прав не знает. Он не знает, что же ему гарантировано, что ему положено, куда ему обращаться, в какие сроки должна быть оказана эта медицинская помощь. Все эти постулаты, скажем так, прописаны в территориальной программе государственных гарантий, которые... Где это можно найти? Ну, грубо просто говоря, в интернете, даже просто забить в интернете программа государственных гарантий. Ну, а в Бурзянском районе нет интернета, к примеру. Позвонить. Можно позвонить. И связь отсутствует. Человек где может найти? Есть какие-то представители? В больнице, в поликлинике, на стойке. Надо в центральную. И значит, к нашей, к республике Башкортостан. Какова ситуация? У нас республика достаточно большая по территории. И плюс еще большое количество населения, более 4 миллионов человек. Так вот, если говорить о том, насколько у нас эффективно, почти половина у нас живет в сельской местности. И даже в городах проблема с тем, чтобы обратиться и получить медицинскую помощь. И когда мы, эксперты и активисты Общероссийского народного фронта, проводили в 2018
2018, 2019 и в прошлом году мониторинги того, где есть у нас фельдшерские, акушерские пункты и как, значит, получают ли люди как помощи, как они оснащены, то получается, что да, у нас достаточно много в республике ФАПов, но, к сожалению, многие позакрывались. А те, которые имеются, более 2000, получается где-то около 125, по-моему, тысяч, 125, значит, ФАПов, где не было врачей, не было этих медсестер и фельдшеров, да. Поэтому вот это тоже о многом говорит. Действительно, система отлажена, система работает, система достаточно отрегулированная. Я не знаю, как там Воробьев на что ориентировался. Он заслуженный там терапевт, он председатель этого общества терапевтического. По-видимому, вопросы терапии надо комментировать, потому что мы пожили и в другой системе, когда было сметное финансирование. И тогда вопросы решались иногда очень неграмотно или не отрегулировано. А система обязательного медицинского страхования, у нее есть совершенно четкие работающие механизмы. Есть финансирование с четко вот 5,1% каждый работающий отчисляет от своей фонда оплаты труда. Есть возможность распределить эти деньги в зависимости от выполняемых объемов и качества оказания медицинской помощи по медицинским организациям. Кроме этого, отслеживается и обратная сторона, то есть мы получаем постоянно жалобы или рассматриваем какие-то обращения, консультируем застрахованных. Больше всего жалоб на что? Вот вы можете сказать сейчас? Больше всего жалоб какого у нас... характера? У нас порядка где-то 1000 было жалоб в прошлом году от застрахованных. На первом месте стоят жалобы на качество оказания медицинской помощи. На втором – организация оказания медицинской помощи. На третьем – взимание денежных средств за медицинскую помощь, значит, предусмотренную как бесплатная. Вот. И на четвертом где-то отказ в оказании медицинской помощи. Эти последние вот два пункта, они были приоритетными в нашей работе, чтобы исключить как бы возможность жалоб таких. Вот. И где-то вот с 2017 до 2019 года постоянно уменьшалось количество жалоб именно на взимание и на отказ. В этом году несколько выросло на взимание. Вот в 2020 году чуть-чуть, ну не чуть-чуть, вернее, а выросло. То есть они перешли на 3-е место с 5-го. Вот. Эти случаи все рассматриваются в обязательном порядке. Фельдшер, закончивший Уфимское медучилище в 60-м году, и 51 год проработал в медицине. Я хоть и плохо себя чувствую, но решила прийти все-таки. Спасибо вам. Те годы советской власти, когда все было бесплатно, и мы старались работать, у нас никогда очередей нигде не было. Мы в Уфе ходили на практику когда? Нигде я не видела, чтобы вот так, как сейчас стоим очередями, ждем, когда же попадем. Хотя время за месяц, за неделю, заранее записываемся по телефону, который телефон... Знаете, сколько ждем? Минуточку. Ваша 10-я очередь, ваша... снова 12-е. Вы знаете, это невыносимо. Они нас кончают скоро, вот это ваша медицина платная. Вот, и от имени всех пенсионеров... Но это как раз, мне кажется, бесплатная медицина. Да, какая Вы она бесплатная. Про поликлинику говорите? Да, вот это бесплатная медицина. Вчера я была на приеме у окулиста. Я уже на 5-й раз записали меня на операцию. И каждый раз с 2019 года иду на КТ, и с меня я ветеран труда. Еще при Российской Федерации это вручено мне было. Прихожу так же, как и прежде. Все те операции. Сходите, заплатите за КТ 600 рублей. Тогда мы вас назначим на операцию. Я говорю, извините, я пенсионерка, во-первых, и во-вторых, у меня есть возможность бесплатной, доселе мы получали бесплатную медицину, не отказывали. Это в Уфе, в столице. 5-й раз вчера. Чем они обосновывали уже это? Поднимают. 400 рублей было, теперь Я понимаю, 500, почему? теперь 600. Вы говорили, ну это же бесплатно мне положено. Это бесплатно, Почему за то, платно? что я села, посидела, никто не объясняет. Пошла к главному врачу. Идите к старшей медсестре, а старшая медсестра сидит, вот как раз принимает денежки. В начале те годы принимали просто в кабинете. А сейчас, видимо, вот по
пожаловались, в кассу послали. Хорошо, в кассу все-таки есть где-то. На сегодняшний день медицина – это такой же бизнес. Мы должны планировать фонд заработной платы для того, чтобы содержать медицинских сотрудников, которые должны купить хлеба домой. Ну нет, это частные, понятно. Частные клиники, да. Без разницы, а государственные то же самое. В Государственные тоже. любом конкретно перечисляют, например, нашему учреждению за посещение врача, стоматолога, терапевта, офтальмолога. И там входит перечень обследований обязательных для того, чтобы направить человека на определенный вид операции. И эту сумму, там, грубо говоря, в 560 рублей, которые входит прием специалиста-офтальмолога, измерение там, глазного дна, остроты зрения и еще что-то. Но если у пациента, допустим, какие-то дополнительные необходимые методы исследования, мы бесплатно сделать не можем. ОМС, если не предусмотрено это стандартами лечения, да, это действительно перекос в этом есть. И раньше было замечательно, что мы вот могли с вами... Сейчас ответвление небольшое. А вот теперь попробуйте объяснить бабушке, что вот это вот первый, второй пункт у вас по ОМС, а вот 4, 5, 6... А мы этим и занимаемся с утра до вечера. А как вы это объясните? И Это оправдываемся. интересно. Вот Мы как вы объясните, что, оправдываемся. извините, вы платите, ОМС работает, но вы должны еще заплатить за КТ 600 рублей? Мы предлагаем для того, что если вы хотите, мы не можем ее обязать. Далее в программе. То есть государственная система, которая, имеется в виду По государственное разным страхование, не работает? Не работает. Да. И поэтому не работает или нет специалиста, или по разным причинам люди вынуждены куда идти в платную медицину. По каждому медицинскому заболеванию у нас есть стандарты оказания медицинской помощи. Понятно. Ну, человек сидит перед врачом. Как понять, что тебе уже нужно обратиться в навязывают? свою страховую компанию. По поводу экспертизы. Экспертизу проводить в своем регионе, вот как показывает практика, это сложно, потому что одни врачи на других врачей не будут писать. Переходим ко второму вопросу. Давайте обсудим такие частные моменты. Качество оказываемых медицинских услуг. Да? Кто начнет? То есть многие жалуются на то, что да, можно получить бесплатную помощь, если ее получишь, она либо некачественная, приходится все переделывать, потому что этот анализ не показал нужное, тот не показал, здесь специалист принял неверное решение, либо нужно платно делать уж. Давайте, кто начнет? Ну, я, наверное, сразу обозначу. Если мы говорим о качественных медицинских услугах, нужно, наверное, все-таки понять, что из себя представляет медицинская услуга и что из себя представляет медицинская помощь. Дело в том, что понятие медицинской помощи, оно и так же, как медицинской услуги, дано в нашем основном законе, посвященном вопросу как раз здравоохранения. Это вот он об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, принятый в 2011 году. И как раз и говорится о том, что вот медицинская услуга как раз является частью медицинской помощи, то есть как раз та самая, которая непосредственно оказывается человеку. Так вот, сегодня, значит, получается так, что действительно качество медицинской помощи, в том числе и медицинских услуг, вызывает вполне законные нарекания. Сейчас как раз участница нашей встречи как раз об этом же и говорит. Почему нарекания возникают? Я считаю, по двум причинам. Первая причина, что у нас получается вот именно система, государственная система, она не срабатывает по разным причинам, здесь сейчас услышали. И вторая... Вторую назовете во второй минуте. Диана Тагировна. Мы работаем с обращениями граждан, они поступают к нам в колл-центры страховых медицинских компаний, в территориальный первый фонд. в рейтинге это вопрос качества услуг. Да, уже поднимался этот вопрос. В 2020 году мы приняли из всего количества жалоб 60, можно считать, обоснованными, то есть 40% это все-таки... в большей степени наши пожелания, скажем так, но они не прописаны в стандарте оказания медицинской помощи. Хочу отметить, что в 2020 году более всего стали обращаться к нам родственники по поводу качества оказанной медицинской помощи, к сожалению, ушедшим их родственникам. Вот. Сейчас это преобладающее большинство жалоб, но на сегодняшний день. Также у нас все-таки остаются действительно жалобы на взимание есть денежных. конкретные случаи какие-то? На что жалуются люди? В связи с летальным исходом они жалуются, в связи с летальным исходом родственника. Чаще всего такие поступают. Они просят провести экспертизу качества оказанной помощи. Не привело ли это оказанная медицинская помощь к ухудшению? То есть вот в большей степени мы разбираем сейчас такие вопросы.
Надежда Николаевна. Да, и второе, почему на качество? Потому что, как я уже сказала, первое, это государственная система никак не срабатывает. И второе, просто знает о том, что вот можно пойти в платную медицину, потому что... Можно я сакцентирую? То есть государственная система, которая, имеется в виду государственное страхование, не работает? Не работает. Да. И поэтому не работают или нет специалиста, или по разным причинам люди вынуждены куда идти в платную медицину. И, соответственно, вот, пожалуйста, и качество. А что такое качество? Качество оказания медицинской помощи, оно также дано в этом законе об охране здоровья граждан, который говорит о том, что это комплекс характеристик, который из трех состоит характеристик. Это первое, то, что отражает своевременность оказания медицинской помощи. Второе, то, что касается правильности выборов методов лечения, там, и диагностики, и лечения, и реабилитации при оказании медпомощи. И третье – это степень достижения того запланированного результата. И вот исходя из этих трех характеристик, и получается, что люди бывают, что не могут своевременно получить, и недовольны, вот и качество страдает. И так далее. И следующее, что хотела бы отметить по поводу именно качества оказанной медицинской помощи. Это не всегда мы говорим именно о том, что врач там допустил ошибки, да, и они привели к определенному исходу. Мы здесь говорим о том, что у нас часто мы сталкиваемся с тем, что у нас нет, например, преемственности между одним учреждением и другим учреждением, где пациент, ну, например, из амбулаторного звена он попадает в стационарное звено. Там нет преемственности, не полностью у нас заполняются анамнезы, да, то есть второму врачу очень сложно оценить. Да, у нас нет следующего учреждения, куда он попадает. Да, скудное вот это описание, врачи экономят время, да, на то, чтобы вписывать все-таки меньше информации, это влияет далее на качество оказанной медицинской помощи. Не всегда назначаются... У меня 2 минуты, я хочу закончить, Евгений, потом отвечу на ваш вопрос. Следующий момент, да, о чем важно сказать. Не всегда все диагностические исследования назначаются, это тоже важно. Не всегда возможно до конца оценить состояние больного, да, не назначив дополнительные исследования. Над этим нужно работать, конечно. Последняя минута. И в завершение о том, что проблема с качеством медицинской помощи существует, об этом знаем, как я уже говорила, органы государственной власти, кроме того, что граждане на себе это постоянно ощущают. Поэтому не случайно сегодня, чтобы изменить вот эту ситуацию с качеством, у нас изменена Конституция, где в статью 72, которая регулирует вопросы совместного ведения федеральных органов власти и регионов, четко прописано о том, что как раз и Москва, и у нас, допустим, здесь в Уфе власти должны решать вопросы, связанные с качественной и доступностью медицинской помощи. Поэтому это не случайно, это как раз показывает уровень и степень вот той ситуации, связанной с доступностью и качественностью. Тем более то, что касается у нас в республике. Надеюсь, что вот эта конституционная новация позволит в дальнейшем и у нас в республике, и в других регионах как-то менять ситуацию к лучшему. Чтобы не было вот таких ситуаций, когда сейчас, мы слышали о том, что ее заставляют нашу платить дополнительные деньги. Спасибо большое. Я на два момента хотела бы обратить внимание. Во-первых, все-таки вернуться к тому случаю, который был озвучен спикером из зала. На самом деле есть нарушение ее прав застрахованного гражданина, поэтому если необходимо будет оказать помощь в вашем вопросе, мы готовы с этим вопросом поработать, потому что все-таки, если пациент обращается перед плановой госпитализацией, они должны ему провести такое исследование, как КТ, в рамках программы обязательного медицинского страхования. Те самые несколько пунктов, которые не входят? Это не те самые пункты, я могу в данном случае... Есть стандарты оказания медицинской помощи. Нет, вот для наших зрителей, чтобы определить, не для специалистов. По каждому медицинскому заболеванию у нас есть стандарты оказания медицинской помощи. Понятно, но человек сидит перед врачом, как понять, что тебе уже нужно обратиться навязывают? В свою страховую компанию. Сразу в моменте, в онлайн, 24 часа в сутки, пожалуйста, обращайтесь. Телефоны горят. На сайте можно у них в полисе есть. В полисе есть, да. И еще один момент, на который хотела, я уж извиняюсь, выйду за регламент. Если возможно, коротко скажу, очень важный момент. Да, такие случаи есть, когда нарушаются права. Но давайте все-таки мы вернемся к статистике. Вот статистика вещь упрямая. У нас более 4 миллионов жителей в Республике Башкортостан. Мы получили из 4 миллионов всего 1% жалоб на качество медицинской помощи. Вот объективно, давайте тогда объективно, если мы говорим за цифры. Если бы уж настолько все плохо было, наверное, это был бы не 1% все-таки. Вот прошедший 2020 год, это был год пандемии, много было случаев, когда
негативный смысл возникал из-за не совсем квалифицированной работы медицинских работников медицины. И получается, сделал вывод, что в любой деятельности для повышения ее качества необходима высокая квалификация персонала. И начинать надо с самых истоков, от правильного воспитания, во-первых, людей, относиться к своему здоровью, и от высокого качества медицинского образования. Вот как учат студентов медицинских Давайте вузов. все упростим. Все зависит от мотивации, от качества денег, которые получает, количества денег, которые получает врач, грубо говоря. Если платить человеку за оказанные услуги, он будет их оказывать качественно. Знаете, я могу сказать, не все в деньги упирается. Не все, но 60% Вот точно были, к упирается. сожалению, такие факты, когда довольно дорогостоящие врачи оказывались черствыми, не оказывали полноценную, Не качественную исключено, медицинскую да. помощь в дорогостоящих, скажем так, клиниках, а обычный участковый терапевт, допустим, назначал более качественное лечение. Я хотела бы вот как раз к вопросу о том, что всего лишь 1% у нас жалуются на качество. Так вот, есть такое выражение, я точно не скажу, но где-то так. Есть, говорит, статистика, вот сейчас о статистике 1%, а есть реальная картина, вот, потому что основное количество людей не жалуются никуда. Вот я еще, поскольку основная деятельность у меня адвокатская, действительно люди приходят, жалуются, когда я объясняю, что нужно сделать, но они махают на все это рукой и никуда ничего не ходят. Вот сейчас мы как раз услышали. А некоторые такие вот действительно, зачем я буду судиться, может быть, где-то чего-то получится. Поэтому 1%, о котором вы говорите, это не отражает реальной картины. Качество у нас совершенно... А я как раз про это и говорю. Что это как раз, я у нас говорит кроме о том, жалоб, что у нас достаточно много еще этих я ситуаций, вашу случаев. позицию услышала, но я сейчас немножко о другом сказала. Вы перебиваете, вы что перебиваете от того, что вы слабы, а перебивает тот, кто я хочу досказать, вы не даете мне. О чем это говорит? Только об одном, что вы знаете картину вот эту, да, но ее пытаетесь скрасить, ее приукрасить. Да не совсем у нас все это благополучно. Значит, во-первых, что касается, я говорила лишь про то, что есть про письменные обращения. Жалоба – это письменное обращение, да? Мы стараемся решать такие вопросы, которые был сегодня озвучен, на этапе телефонного обращения. Почему я говорю о том, что вы звоните в страховые компании, вы обращайтесь, звоните просто, не надо писать, не надо Путину писать, тем более. Это письмо, которое вы напишете главе государства, оно будет все равно спущено вниз по вертикали к нам, в страховую компанию, оно придет для разбора. Это не имеет значения от любого гражданина, независимо от его статуса, возраста и так далее. Мы будем проводить точно такую же экспертизу, я вас уверяю, Евгений. Я этим занимаюсь сама. Вопросы страховой медицинской компании – это защита прав застрахованных. Тех, которые являются держателями полиса обязательного медицинского страхования. Наша задача, чтобы люди в меньшей степени, так как вот наша глубоко уважаемая женщина, ветеран труда, которая здесь присутствует, не сталкивалась с теми проблемами, о которых она озвучивает. Потому что у нас один врач, который взял с нее деньги, он, понимаете, делает репутацию всем, еще сотням, тысячам врачам, которые оказывают медицинскую помощь бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования. И это недопустимо. Мы принижаем тем самым роль врача. У меня мать всю жизнь отдала медицине, понимаете? И тоже сейчас получает пенсию, да, социального работника, на которую сложно выживать. Я это понимаю прекрасно все. Вот моя задача, чтобы такие, как моя мама, которые всю жизнь отдавали медицине, они получали качественную, доступную медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это все замечательно, конечно, взвесить и повесить все на врачей, которые несут полностью ответственность, должны самоотвержены. Мы показали, что мы самоотвержены, мы не просто так в медицине, выдержав действительно целый год боевых действий. Надеюсь, что все это закончится благодаря вакцинации. У меня вопрос просто к нашему спикеру, к Надежде Николаевне. Посещали ли вы частную медицину, если да, по какой причине? И что вы, как представитель власти, ссылаясь на многочисленные законы, сделали для того, чтобы их воплотить, и чем вы собираетесь помочь врачам? Какую лепту внести в помощь нам, людям, которые устали отбиваться и извиняться за свой труд ежедневный? По поводу вашей реплики о том, что экспертиза качества проводится более качественные и так далее, в том отношении, если жалоба пришла через прокуратуру и так далее. Я хочу вас в этом разуверить, так как в наш адрес поступают запросы и Следственного комитета, и прокуратуры Республики Башкортостан. Поступают обращения от самих граждан. Да. Так вот,
наша задача организовать экспертизу качества через территориальный фонд обязательного медицинского страхования, соответственно, через страховые компании. Я вас могу уверить, что экспертиза проводится в 100% случаев, несмотря на что, откуда пришла жалоба. По роду деятельности мы сталкиваемся с тем, что к нам обращаются люди по возмещению вреда здоровью. То есть это ДТП, травмы на производстве. Что скажу, что из 200-300 дел буквально 1-2 человека, то есть которые жаловались бы на то, что они получили некачественную какую-то медицинскую помощь. То есть я считаю, что если человек поступил экстренно, то есть вопрос стоит жизни и смерти, все-таки у нас медицина хорошо отрабатывает себя. То есть здесь каких-то претензий лично, как у меня, у человека, который непосредственно общается с людьми, которые прошли через это, с пациентами, нет. Однако из этих дел, то есть есть 1 или 2, где мы столкнулись с врачебной ошибкой. То есть, да, вот это понятие у нас в программе не поднимается. Однако, то есть у нас сейчас законодатель ужесточает ответственность, то есть возбуждаются уголовные дела реальные. И тут врачи, соответственно, между молотом и наковальней остаются. То есть, с одной стороны, пациенты, и с другой стороны, то есть, есть ответственность. И, соответственно, возникает определенные тоже, я думаю, опасения по поводу, а надо ли вообще этим заниматься, если такая большая ответственность. Вот. Ну и, соответственно, то есть, в частности, мои коллеги тоже занимались защитой прав и интересов людей, у которых, допустим, ребенок погиб в больнице, то есть возбуждались реальные уголовные дела, проводились экспертизы. По поводу экспертизы, экспертизу проводить в своем регионе, вот как показывает практика, это сложно, потому что одни врачи на других врачей не будут писать. Вот, соответственно, экспертиза должна проводиться либо в другом регионе, либо... Я вам сразу отвечу. Экспертиза проводится межтерриториально. Мы направляем экспертов в другие территории, в области и другие республики. Система обязательного медицинского страхования – это система не законченная, и нельзя говорить о ней как о каком-то уже готовом продукте. Она постоянно развивается. Начиналась она, когда еще не было страховых медицинских организаций. Тогда было 22 филиала в фонде обязательного медстрахования. Потом подключились страховые медицинские организации, которые взяли на себя огромную часть работы. Они вот как раз и контролируют и качество, и контролируют защиту прав. Вот. И эта система постоянно усовершенствуется. У нас не было системы Института страховых представителей. Когда мы поняли, что не все жалобы, не все обращения, не все, так сказать, вопросы решаются, которые важны для населения, значит, этот институт был еще в 2016 году внедрен, и с тех пор, вот как говорит Диана Тагировна, значит, у нас круглосуточно в каждой страховой компании, в фонде медстрахования работает круглосуточный телефон, горячая линия. Система наша работает и усовершенствуется постоянно. Все понятно, спасибо. Далее в программе. Насколько доступна помощь, а именно удаленность медицинских пунктов, ФАПов и медицинских учреждений, потому что у нас бывает, что приходится очень много километров дойти, чтобы человеку попасть, получить медицинскую помощь. Плюс, чтобы врачи получали достойную зарплату. Некому работать. Врачей становится меньше, врачи уходят, врачи сгорают. Какому студенту хочется пойти на работу, где каждый день видно, что кого-то уволили, кого-то посадили? Конечно, нужно организаторам здравоохранения делать выводы, исходя из того, что мы выявили, да? Давайте перейдем к третьему вопросу. Сам недавно столкнулся с такой вещью, что по лор-специальности врач-терапевт мне выписывает направление вот как раз к уху, горлу, носу. Но так как что-то там не так происходит неправильно, ближайшая запись только на через 2 недели. Грубо говоря, я сейчас нахожусь в состоянии, когда у меня нос заложен, я не могу ни дышать, ни смотреть, ни лежать, ничего, но лор только через 2 недели. Вот как сделать так, чтобы ситуация в нашем здравоохранении, это не единственный, конечно же, случай, очень много подобных обращений. Как сделать так, чтобы наши люди перестали ползать на 2-й этаж, да, чтобы перестали людям вместо нормального приспособления ставить швабру, да, на перелом и прочее, прочее. Что сделать, чтобы система страхования развивалась в правильном направлении, в нужном? Вот что, в частности, в системе страхования нужно? И что в законодательстве нужно менять? Какие предпринимать меры? Кто начнет? Я, наверное. Да, пожалуйста.
Ну, для граждан я коротко, тезисно хочу озвучить. То есть для граждан самое главное, нужно знать о своих правах. Я еще раз повторюсь, все-таки, да, то есть просто вы забиваете в интернете, если он у вас есть, да, наименование любой страховой компании либо территориального фонда, вы можете получить там номер телефона либо на своем полисе, либо на своем полисе, а у нас полисы есть у каждого гражданина. В полисе, да, пожалуйста, есть номер телефона, да, то есть можно позвонить, обратиться в любой медицинской организации, на стендах есть номера телефонов всех компаний, прежде чем оплатить за что-то деньги, у вас попросили, прежде чем вот вас направляют через 2 недели, через месяц, возьмет трубку, там не нажмите кнопку 1, если вы видите солнце, кнопку 2. У нас везде многоканальные телефоны, вы в любом случае дозвонитесь, очень быстро, можем хоть сейчас проверить. Понятно, спасибо. Надежда Николаевна. Здесь нужно сказать о том, что необходимо совершенствовать систему здравоохранения и систему обязательного медицинского страхования. Я, как уже говорила, это понимается государством, поэтому не случайно 550 миллиардов рублей будет выделено специально на то, чтобы на совершенствовать. В том числе, самое главное, в первую очередь, на совершенствование первичной медицинского звена. Это как раз касается, значит, поликлиников, ФАПов и других. Вот, то, что непосредственно, куда человек обращается, именно в поликлинику или ФАП, который находится в сельской местности. Вот что-то мне подсказывает, деньги растают, а ситуация останется там же примерно. И вот, вы знаете, вот эти опасения есть и у многих, в том числе и у нашего лидера, я думаю, где-то так, наверное, потому что в своем послании Владимир Владимирович Путин сказал о том, что Общероссийский народный фронт надеется, что он будет осуществлять надзор расходования этих денег. Поэтому в этом году как раз мы и планируем, значит, в прошлом году мы уже осуществляли контроль, и в этом году будем, значит, осуществлять скажите, контроль. Можете конкретно сказать, что нужно делать по системе страхования? Нужно увеличивать сборы, может быть, раз люди говорят про то, что сложно определить, где платная, где бесплатная услуга. Может быть, просто сразу все оплатить, и люди спокойно бы получали все. Плюс, секундочку, плюс, чтобы врачи получали достойную зарплату. Терапевты наши, которые вот сидят и каждый день там в протяжении суток встречаются с людьми больными, расстроенными, да, и, естественно, это очень стрессовая работа. А может быть, получают гроши какие? Конечно же, можно понять ситуацию. Но сейчас уже отслеживается, на самом деле, уровень заработной платы. У врачей стараются все-таки, чтобы он в регионе действительно был равен, да, у всех по территориям, не было такого разбега, как раньше. Вот. Не нужно поднимать точно в этой части оплату, у нас достаточное финансирование. Постепенно идут сейчас ремонты практически всех медицинских организаций, начиная от нижнего звена до среднего, и ФАПа имею в виду, и поликлиники, и стационары. Сейчас новые строятся здания, соответствующие нормам СанПина, да, то есть более предусмотренные. Я бы хотела дальше продолжить. Тут первое, для пациентов я свою рекомендацию дала, как улучшить, да, второе все-таки для медицинских работников. Вот те разборы экспертные, которые мы проводим, ту экспертизу, которую мы проводим, да, регулярно, конечно, нужно организаторам здравоохранения делать выводы, исходя из того, что мы выявили, да, из тех проблем, которые есть сегодня у населения, и правильно организовывать потоки, чтобы люди в очередях не стояли, чтобы действительно пресекать случаи взимания финансовых средств в больницах. Это несложно сделать. Этим должны заниматься главные врачи. Значит, в отношении вот этих денег, 550 миллиардов рублей, эти деньги будут направлены на 3 цели. Первое – это то, что касается приобретения медицинского оборудования. Второе – на то, чтобы были потрачены на приобретение автотранспорта. Ну вот мы регулярно видим, когда у нас в республику поступает, значит, медицинский транспорт. И на реконструкцию, капитальный ремонт и строительство новых зданий. Вот, и, соответственно, Общероссийский народный фронт, вот мы активисты, эксперты, а также мы всех, значит, здесь все могут принимать участие, непосредственные граждане, даже здесь сидящие, пожалуйста, как раз, значит, для чего? Для того, чтобы осуществлять гражданский контроль за тем, как расходуются деньги. Допустим, в прошлом году, значит, у нас в Республике Башкортостан мы осуществили контроль в отношении 61 ФАПа, который должно было построено. К сожалению, один ФАП в Татаршлинском районе не был построен, а те, которые были построены, получается, основная масса сегодня работает, но, к сожалению, не все начали работать, из-за чего, как мы уже говорили, отсутствуют медицинские работники. Ну и третий такой очень важный аспект, который, как мне кажется, существенно улучшит качество оказания медицинской помощи, это работа с персоналом, то есть работа с кадрами в медицинских организациях.
53% по опросу в ЦИОМа, 53% проблем на этапе привхода в медицинскую организацию. То есть это нарушение этики, деонтологии. То есть человека неправильно приняли, с неулыбкой ее встретили, да, либо пациента его, неважно, да, не нахамили, не ответили, не разъяснили. Ну а что делать, если знаешь, что выплаты тебе положены, а ты их не получаешь? Вот сообщение буквально там нескольких месяцев. Сейчас эти вопросы решаются фондом социального страхования, не обязательно медицинского. Это фонд социального страхования выплаты проводит для медиков, которые работали в ковид, если вы об этом. Сейчас о другом хочу сказать, о том, что нужно, конечно, заниматься, проводить какие-то тренинги. Да? Это сложная работа у врачей. Они работают с негативными, с пациентами, со сложностями, которые уже он приходит в проблемы со своей. Конечно, с кадрами тоже необходимо проводить такую работу совместную и помогать им в этих вопросах. Спасибо. 3 минута. И вот как раз Общероссийский народный фронт в этом году будет как раз заниматься не только, как говорил, контролем за то, как расходуются эти бюджетные средства, а также возникает вопрос, и у нас в республике это актуально, насколько доступна помощь, а именно удаленность медицинских пунктов, ФАПов и медицинских учреждений, потому что у нас бывает, что приходится очень много километров дойти, чтобы человеку попасть, получить медицинскую помощь. Второе, чем мы будем заниматься, и контроле хотелось бы, чтобы эта проблема решалась, финансирование транспортных услуг, потому что, к сожалению, бывает, что транспорт купили, а не всегда хватает бензина и не знает, кто будет это оплачивать. Еще один проблемный вопрос, я косвенно уже говорила о том, что почему снижается подушевое финансирование на местах. И еще один такой момент, который вызывает, и, надеемся, нужно это решать, о том, что медицинская помощь страдает не только у нас в сельской местности, но еще и в городах. Пример – город Стерлитамак. Есть там такой поселок Первомайский, уже сколько лет люди, чтобы попасть на медицинскую помощь, им нужно 7 километров доехать до поликлиники. А там с транспортом тоже проблема, хотя тоже город, потому что там нет маршрута соответствующего. Вот так. Пандемии, да, всем очень сложно, и хочется согласиться с Дианой Тагировной и сказать в поддержку все-таки нас. Слава Богу, что мы выжили, что мы все живы, здесь стоим, да, и вот этот аспект обучения врачей, да, различных, так скажем, все-таки же нам очень сложно, да, пациент приходит и с кучей негатива, да, прежде чем решить какую-то проблему, мы же должны все это через себя пропустить. А как простому врачу действительно обладать этими навыками, да, нам этому еще предстоит учиться и учиться, то есть спасибо большое. Да, стрессоустойчивость здесь должна быть, да, не меньше, чем у космонавтов. Для того, чтобы улучшить состояние здравоохранения, в первую очередь, мы должны сами заняться своим здоровьем и понять, что это ответственность в первую очередь, согласно 323-му федеральному закону, гражданина Российской Федерации. Во-вторых, ковид показал возможности действительно телемедицины. И ФАПы можно строить, можно внедрять много новейшего современного оборудования. Самая большая проблема заключается в том, что некому работать. Врачей становится меньше, врачи уходят, врачи сгорают. Дети не идут по стопам родителей, заканчиваются медицинские династии. И это наше сегодняшнее завтра. Люди действительно остаются те, кто только по призванию. Потому что выдержать этот стресс, этот негатив, я очень жду, что, наконец, пациенты начнут нас любить, ценить и уважать, как в прежнюю советскую медицину. Никогда в жизни врачи, пациенты не позволяли себе пинком в дверь заходить и начинать оскорблять. Никто не говорит о вопросах насилия. У меня врачи участковые боятся идти одни на приемы. Потому что бывают нападки, бывают убийства. Это тоже та проблема, которая требует государственной поддержки. И по-прежнему, пользуясь случаем, я тоже продолжаю прием, я тоже родилась в Мелеузе, я тоже из врачебной династии. Когда я приезжаю в деревню, по-прежнему ко мне идут по папиной тропинке врачи, как врачу, пациенты. Абсолютно с другими проблемами, и с глазами, и с ушами, и с зубами, потому что ты врач. Но ты же врач, до бесконечности работать не будет. Мы очень любим свою профессию, очень любим своих пациентов и призываем пациентов полюбить, наконец, и врачей. Мы ж тоже люди. Со стороны студента я могу сказать то, что в нашем учебном плане с первых курсов заложено и основы коммуникативной деятельности, и биоэтика, где разбираются основные вопросы деонтологии врача.
где мы подробно разбираем все случаи. И когда студент выходит замотивированно, он прошел 6 лет обучения, 2 года ординатуры. Ожидание и реальность, в общем. Да, но когда ты втягиваешь в эту гущу событий и видишь, как это происходит, когда на тебя это все вот так валивается, неудивительно, что половина просто уходит. Не то чтобы в частной клинике, а вообще из медицины, как было замечено здесь. Надежда Николаевна, Диана Тагировна, спасибо вам за ваше экспертное мнение. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня мы обсуждали вопрос медицинского страхования, медицинского обслуживания в целом. И я думаю, что решение в этой данной проблеме зависит не от кого-то конкретно, а от двух сторон: пациентов и врачей в целом и в общем. Ну что ж, на этом все. Увидимся через неделю. Программа «Красная кнопка». Я Евгений Романов. Всего доброго.